прямом эфире телеканала «Милет» информационная программа «Хаберлер». Сегодня четверг, 18 мая. День скорби и памяти жертв жестокой депортации крымско-татарского народа из родного Крыма. Добрый вечер. В студии Нариман Тарсинова. Наши корреспонденты готовы рассказать вам о самых главных новостях. На месте строительства мемориального комплекса возрождения реабилитированных народов на станции Сюрень-Бахчисарайского района состоялся концерт «Реквием». Почтить память жертв депортации пришли первые лица республики, политики, общественные и культурные деятели, свидетели депортации, а также жители всех регионов полуострова. Крымские татары, детьми пережившие депортацию, не могут без слез вспоминать о событиях 18 мая 1944 года. Сегодня сотни соотечественников приехали на эту станцию, чтобы вместе провести этот трагический день. Гульнара Заматова, уроженка Ялты, с ужасом вспоминает трагедию той роковой ночи. Ей было 12 лет. Рано осталась сиротой. Рассказывает, как в вагонах для скота было невыносимо тяжело, без еды, воды и нехватки свежего воздуха. Гульнар Хартана рассказала, как однажды в пути, выйдя за водой, чуть не отстала от эшелона. Вагон остановился. Мы все пошли за водой. Пока до меня дошла очередь, наш эшелон начал движение. Я начала бежать за вагонами. Добежала до последнего. Мне подали руку и затянули в вагон. Пока я шла к своим, видела много умерших. Пришедших на место будущего мемориального комплекса поразил размах строительства. Этот памятник еще долгие годы будет хранить память о жертвах депортации, говорит Диляра Мамутова. Ей было всего 10 лет, когда с семьей и остальным народом они были депортированы на чужбину. До этой страшной трагедии ее семья жила в селе Красный Мак Бахчисарайского района. На родину Мамутовой вернулись одни из первых. Сейчас Диляре Хартана 85 лет, и она счастлива, что живет на отчизне. Своих соотечественников она призвала к единству и дала несколько наставлений молодежи. Я призываю народ быть единым. Если мы не будем делиться, то будем единым целым. Нужно жить и созидать на родине, а не покидать ее. Руководство Республики Крым и около 1500 крымчан почтили память жертв депортации народа полуострова. Перед собравшимися выступали глава республики Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Владимир Константинов и представители духовенства. Сергей Аксенов отметил, что 18 мая – это день памяти для всех крымчан вне зависимости от национальности. Трагедии, подобные насильственному выселению из Крыма в 1944 году крымско-татарского народа, не должны больше повторяться, и власти сделают все для этого возможное. Одним из первых указов, который был опубликован после воссоединения Крыма с Российской Федерацией, это был указ о реабилитации людей, всех, кто был депортирован по национальному признаку. Я всегда говорил и говорю, ни один преступник не имеет национальности. За это должен отвечать каждый, ответственность всегда должна быть персональна за любое действие. Поэтому то, что случилось, недопустимо. Мы сегодня должны сделать так, чтобы Крым, крымчане жили здесь вместе, уважали традиции, обычаи, культуру друг друга, относились с уважением в данном случае друг к другу, по-соседски. И вот тогда мы сможем все это передать нашим детям и внукам. Муфтий мусульман Крыма Хаджи Эмир Али Аблаев и митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь призвали крымчан к единству. Хаджи Эмир Али Аблаев отметил, что невозможно всегда жить в скорби и печали, с негативом в сердце. Мы должны с оптимизмом смотреть вперед и созидать во имя будущих поколений, во имя своих детей и внуков, добавил он. Слава Всевышнему, мы 30 лет живем на своей родине. Сегодня вы видите, что мы живем в мирном, спокойном Крыму. Не проливается кровь. Главное, чтобы общество жило во взаимоуважении и добрососедстве. Я молю Всевышнего, чтобы подобные исторические события, как депортация крымских народов, никогда не повторилось больше и не постигли ни один народ. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов отметил, что многие годы этой скорбной датой пытались разделить крымчан. Сейчас мы от этого уходим. В этот день у нас, кроме Дня памяти и Дня скорби, еще и становится Днем единства Крыма. Так, то, что сказал Руслан, мы будем в этом направлении двигаться и приучать все народы Крыма в этот день как раз выходить с одной целью: Крым един, Крым строит будущее, оптимистичное будущее, и на этом будем строить все свои действия. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Бальбек отметил, что сегодня памятные мероприятия, связанные с депортацией, деполитизированы и принимают иные формы. Они основаны на сострадании и сопричастности к трагедии всех крымчан. Благодаря указу президента о мерах реабилитации репрессированных народов сегодня мы
говорим о созидании, мы говорим о сопричастности и солидарности, и крымчане в эту дату вместе. Как и в радостные дни мы общие праздники отмечаем, так и в скорбные дни в истории нашего благословенного полуострова мы вместе, мы едины. После выступления почетных гостей для крымчан артисты Крымско-Татарского музыкально-драматического театра организовали концерт «Реквием». На мероприятии можно было увидеть много молодежи. Они с национальной символикой в руках пришли отдать дань памяти предкам. Стоит отметить, что строительство мемориального комплекса «Сюрень» планируют завершить к 75-й годовщине незаконной депортации. Айша Шулакова, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет». Памятные мероприятия сегодня прошли во всех уголках Крыма. К знакам и мемориалам возложили цветы жители различных регионов. В Ялте мероприятия по традиции прошли на автовокзале. В сквере Калинина в этот день на автовокзале состоялся молебен и возложение цветов к аннотационной доске, установленной в прошлом году на месте, откуда в 1944 году проходила массовая депортация жителей южного берега Крыма. Продолжились траурные мероприятия в сквере Калинина, где возле памятника жертвам депортации крымско-татарского народа состоялся молебен по душам погибших. Кроме этого, вечером возле памятника жертвам депортации крымско-татарского народа состоялась акция «Зажги огонь в своем сердце». 18 мая для нашего крымско-татарского народа это трагическая дата. Наша задача передавать эту боль молодому поколению и максимум приложить усилий, чтобы этого никогда не повторилось. Сегодня во всех мечетях Крыма прошли традиционные молебны в память о жертвах депортации крымско-татарского народа. На молитву в центральную мечеть Симферополя Киберджаме собрались сотни мусульман. Там побывал и наш корреспондент Мухаммед Зикиряев. Депортация для нашего народа – трагическая страница прошлого. Этот день мы обязаны помнить, а также молиться за тех, кто не дожил до этих дней. Коллективные молебны объединяют народ. Прочитать молитвы и почтить память умерших в страшной депортации 1944 года в мечеть пришли жители Симферополя, а также старейшины. Депортация – это трагическая страница в истории нашего народа. Каждый из нас обязан помнить о тех жертвах, которые понес наш народ в годы войны. Мустафа Ибраимов – житель Симферополя. Он очевидец тех страшных событий. Во время депортации ему было 12 лет. Рассказывает, выжить в то время помогала сплоченность народа. Признается, мечта о возвращении на родину не покидала ни на минуту. Мустафа Ага отмечает, важно, что коллективные намазы посещает большое количество молодых людей. Мы сегодня собрались, чтобы почтить память погибших. Мы очевидцы этих событий. Сегодня должны сделать все, чтобы это больше никогда не повторилось. Председатель Совета крымско-татарских старейшин Крыма и Севастополя Сервер Джилялов сегодня также помолился за тех, кто так и не смог вернуться на родину. Отмечает, такие молитвы нужно читать не только 18 мая, но и каждый день. Молебен делать надо каждый раз, везде, всюду. Но когда весь мечеть собираются люди, это большая благодать. Благодать всему человечеству. Не только мусульманам, мы все просим всему человечеству. Был мир во всем мире. И каждый человек должен пожелать то, что себе желает. Мы должны по образе своего пожелания, мусульмане, это хорошее намерение. Если мы пожелаем другому брату быть тебе счастливо, то значит ангелы за нас молятся. Поэтому где бы ни были бы, конечно, это Мирасим год, это 73 года, как нас депортировали с Крыма, чтобы таких ситуаций не было в жизни, чтобы все народы были мирно и счастливо жили в Крыму, во всем мире. Молебны провели сегодня в каждом районе Крыма. Мусульмане молились не только за погибших во время депортации, но и во имя процветания и развития крымско-татарского народа. Мухаммед Зикиряев, Мухаммед Нестуров, телеканал «Миллет». Сегодня в Симферополе состоялась пресс-конференция в рамках видеомоста «Симферополь-Москва», приуроченная ко дню всекрымской памяти жертв депортации. В ходе мероприятия также состоялась презентация справочника исторических названий населенных пунктов полуострова. Подробности далее смотрите в сюжете.
Депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек отметил, что справочник является своеобразной энциклопедией исторических названий населенных пунктов Крыма. По словам депутата, издание будет полезно не только тем, кто хочет соприкоснуться с богатой историей полуострова, но и органами власти при решении определенных проблем реабилитированных. На данный момент напечатано 1000 экземпляров справочника. Однако тираж издания будет увеличиваться. Справочник будет передан в школы, библиотеки и другие учреждения Крыма. Издание также будет доступно в интернете. Депутат Госдумы также подчеркнул, что данное справочное издание было утверждено на заседании ученого совета Крымского инженерно-педагогического университета и не вызывает разногласий в научной среде. Именно это справочное издание позволит всем реабилитированным в судебной инстанции разрешать те проблемы, которые действительно висели грузом неразрешенным в украинский период. И мы сегодня смело можем говорить о том, что данное справочное издание лишено разногласий в научной среде. Символично, что мы именно 18 мая презентуем. Мы говорим, что мы живем, мы дальше развиваемся и возрождаемся на своей исторической родине. И даже в эту памятную дату мы сегодня созидаем этим справочным изданием. К разработке перечня были привлечены ученые, чтобы избежать разночтений. Основной задачей являлось опереться на научную среду. И данный перечень прошел научный совет. Разные точки зрения, которые имели место в научной среде, привели к единому знаменателю и получили не только официальный документ, но и научный труд. Прошло 25 с лишним лет. Нашелся такой первопроходец, смельчак, ибо издать, знаете, топонимику, это надо быть еще смелым. Владимир Евгеньевич может уточнить, какие споры идут вокруг любого селения, вокруг названия любого города, любого поселка. И в этом случае, суметь это дело синтезировать, создать этот труд, подарить этот труд Крыму, России, может делать какой-то очень смелый человек. Так что я вас еще хвалю за смелость вашу, Руслан Исмаилович. Спасибо большое. Вице-спикер Госсовета Республики Крым Ремзи Ильясов в ходе пресс-конференции сообщил, что на ближайшем пленарном заседании Госсовета Республики Крым, которое состоится 24 мая, планируется рассмотреть в первом чтении законопроект о функционировании государственных и иных языков Республики Крым. Данный документ на сегодняшний день находится на рассмотрении в парламентских комитетах. Разработан закон о функционировании государственных языков Республики Крым и иных языков Республики Крым. И он проходит согласование. Мы практически получили все согласования, все, как говорится, пожелания. И 24 мая на очередной сессии планируем внести этот закон для рассмотрения в первом чтении. Я думаю, это тоже очень значимый такой социальный вопрос, и его очень ждут. И это как раз-таки будет тем очередным шагом, о котором я говорил, чтобы мы постепенно перешли к тому, что крымско-татарский язык был в публичной жизни Крыма более использован. Председатель Госкомнадзора Республики Крым Заур Смирнов подчеркнул, что сегодняшние мероприятия, посвященные траурной дате, приобрели и международный характер. В сегодняшних мероприятиях приняли участие иностранные делегации. По мнению Заура Смирнова, это является серьезным прорывом не только на республиканском уровне, но и прорывом в части разрыва информационной блокады в крымско-татарском вопросе, который используется для формирования антироссийской риторики за рубежом. Все это достигнуто в первую очередь благодаря очень кропотливой работе, которая проделана за 3 года в части реализации исторического указа президента о реабилитации репрессированных народов. Мы говорим не только о культурной, не только об исторической и политической адаптации. Мы много приводили примеров обустройства. Сегодня полным ходом идет реализация федеральной целевой программы, и до 2020 года 10 миллиардов рублей, которые предусмотрены, будут как раз-таки полностью использованы для того, чтобы все приоритетные направления, все самые острые вопросы обустройства реабилитированных народов решались в первую очередь. Также, конечно, хочу сказать о необходимости дальнейшей работы, связанной с обеспечением на законодательном уровне тех прав, которые сегодня
обеспечивает указ президента о реабилитации. Член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, председатель региональной общественной организации «Инкишаф» Искандер Белялов в свою очередь подчеркнул, что указ президента Российской Федерации Владимира Путина о мерах реабилитации репрессированных народов является неоценимым для крымских татар. За эти все 23 года нахождения Крыма в составе Украины не было принято ни одного законодательного акта в пользу крымско-татарского народа и других народов, репрессированных в Крыму. В 2014 году Крым вошел в состав Российской Федерации. И депортированные граждане, и в особенности крымско-татарский народ, который более 70 лет ждал этого указа о реабилитации, народ получил этот указ. Я думаю, это неоценимо, если взвесить любыми ценностями, этот указ неоценим. Он очень большую ценность имеет для крымско-татарского народа. Депутат Госдумы Российской Федерации Руслан Бальбек также сообщил, что все мероприятия, которые проводятся в Крыму в День памяти жертв депортации крымских народов, лишены политической составляющей. Все 23 года по причине политизации и спекуляции на чувствах, особенно крымско-татарского народа, устраивались политические шоу, принимались всевозможные резолюции, которые так и остались нереализованы. Асан Абиблаев, Умер Мустафаев, телеканал «Милет». Сегодня в микрорайоне Фонтана открылся еще один спортзал в рамках программы «Спортзал в каждый населенный пункт». Совсем недавно в рамках этого проекта был открыт спортзал в селе Перевальное. Программа реализуется при поддержке депутата Госдумы Руслана Бальбека и олимпийского чемпиона Рустема Казакова. Таким образом, теперь спортсмены микрорайона Фонтаны смогут тренироваться в новом зале. С места событий наш корреспондент София Шукурова. Торжественное открытие спортзала на Фонтанах началось с осмотра летней площадки, расположенной возле здания. Здесь есть беседка для отдыха, турники и брусья. Буквально каждый день в микрорайоне Фонтаны возле мечети собиралось порядка 50 детей играть в футбол. Дети проводили свободное время на спортивных площадках, которые нуждались в благоустройстве. Для решения этой проблемы в микрорайоне успешно реализовалась программа «Спортзал в каждый населенный пункт». В новом комплексе смогут заниматься до 100 спортсменов одновременно. Здесь предусмотрены раздевалки, душ, тренерские комнаты и все необходимые условия для спортсменов. Для нас, для спортсменов, да, важны условия. Построен он прекрасно, утеплен, все современные материалы. То есть приобретены прекрасные покрытия для занятия борьбы. Очень хорошие маты. Дети, признаются, с нетерпением ждали открытия спортзала и теперь готовы каждый день тренироваться и достигать успехов. Они уверены, что спорт – это здоровье, волевой характер и победа. Я никогда такие залы красивых не видела. Мне очень нравится, здесь душ есть. Теперь нас ожидать, никого не подвести, тренеров наших, завоевать призовые места, побеждать на соревнованиях. Мне нравится этот спортивный зал. Его построили для нас, чтобы мы завоевывали призовые места. Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек отметил, что не случайно открытие спортзала состоялось именно 18 мая. Каждый из нас помнит о скорбной дате, но вместе с тем сегодня Крым стремительно шагает в будущее. Открытие подобных залов способствует достижению новых высот. Несмотря на то, что это памятная дата всекрымского уровня, но тем не менее это символизирует, что мы продолжаем жить, мы созидаем, и сегодня, находясь на своей исторической родине, мы все делаем для того, чтобы двигаться вперед. Наши дети сегодня, вне зависимости от этнического происхождения, вне зависимости от конфессионального, зная, что все мы крымчане, приходили сюда, радовались общими спортивными победами в рамках этого зала, в рамках нашего родного края, то есть защищали честь Крыма и, соответственно, удивляли результатами на федеральном уровне и на международных площадках. Муфти мусульман Крыма Хаджи Эмир Али Аблаев уверяет, у каждого народа есть как трагические, так и радостные дни. Сегодняшнее событие – это благое дело, отметил муфтий. Да, у нас траурный день. Конечно, мы должны это помнить, чтобы это никогда не повторилось. Мы должны развиваться, быть сильными, едиными. Сегодня открытие этого спортзала – большое и значимое событие. Конечно, я благодарю
благодарю всех, кто принял участие в открытии и создании этого зала для детей. И раньше были люди, которые работали. Но мы помним, в то время не строились мечети, школы, спортзалы. Но слава Аллаху, что сегодня это все строится. Конечно, это благодаря президенту, главе республики и Руслану Бальбеку. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Рустем Казаков отметил, открытие нового спортзала – это новый виток для развития спорта и хороший старт для достижения новых побед. Вы не представляете, какое я удовольствие получаю, когда они борются. Это такое наслаждение. И в таких условиях, как сейчас, вот Руслан Исмаилович помог построить такой прекрасный зал, благодаря главе Руслану Исмаиловичу, эта программа выполняется. Они будут дисциплинированы, они будут уважать старших, они будут уважать тренеров. И мы достойных людей воспитаем. На открытии присутствовал и член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Искандер Белялов. Он отметил, что сегодня траурный день для крымско-татарского народа, но при этом народ должен стремиться к развитию. Я думаю, то, что мы видим сейчас вот здесь, этих детишек, это продолжение нашей жизни. И дай Аллах, дай Бог, чтобы они не увидели тех дней, которые видели наши родители, наши дедушки, бабушки. Поэтому, я думаю, у нас будущее только в Крыму. И будущее вот с такими начинаниями. Дети – будущее народа, и программа «Спортзал» в каждый населенный пункт сегодня полезна для всех крымчан. Я думаю, что действительно она очень важна для нашего народа, для всех крымчан в целом. Дети – это наше будущее. Если будущее будет здоровое и сильное, то это будет вдвойне приятно, и мы будем спокойны, да, что дети занимаются в спортзалах. Представители Министерства спорта также присутствовали на открытии спортзала. За счет бюджета Республики Крым не можем мы все быстро охватить, но когда включаются меценаты, когда внебюджетные средства вливаются в эти проекты, они достигнут своей цели, поверьте, 100%. Огромное спасибо Руслану Исмаиловичу, Сергею Валерьевичу, Рустему Абдулаевичу, это нашему заслуженному, это мэтр, аксакал нашей борьбы спортивной. Мы гордимся, это герой нации нашей республики. И, конечно же, с таким, когда конгломератом, однозначно успех будет, вне всяких сомнений. А уже в скором времени такие же спортивные залы откроются и в других населенных пунктах Крыма. София Шукурова, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет». Сразу после «Хаберлер» не пропустите ток-шоу «Консенсус» с Эльвиной Сиитовой. Говорить будут о создателе и лидере крымско-татарского национального движения Юрии Османове. В рамках ток-шоу зрителям представят документальный фильм «Юрий Османов. Цена жизни». Ну а на сегодня это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за ситуацией. До завтра.